Правительственная делегация проинспектировала строительство участков дорог Ордон-Дегора и Дегора-Николаевская. Работы на трассах общей протяженностью 15 километров завершат уже в этом году. Дорожное полотно будет состоять из трехслойного асфальтобетонного покрытия. На въезде в Дегору установят информационный экран, вдоль трассы появятся камеры видеонаблюдения. Субсидии на строительство нового полотна в Дегорском районе в этом году были увеличены в 5 раз. Проект реконструкции двух дорог обошелся бюджету в 280 миллионов рублей. Как говорят в Дорожном комитете, на следующий год запланированы работы по реконструкции дорог еще в 3 районах – Иравском, Алагирском и Пригородном. Сейчас же с уверенностью мы можем говорить, что в Дегорском районе эта ситуация выровнялась. В Ордонском районе мы недавно с главой района и с мэром города делали объезд, тоже определили, так же вот как сейчас в Дегорском районе, переходим на Ордонский район, определили тоже улицы, которые уже остро нуждаются в ремонте, дороги, которые подходят к социальным объектам, где есть общественные маршруты, и тоже вот сейчас мы над ними работаем. Председатель правительства Сергей Такоев посетил Аллею Славы, отреставрированную в Дегоре. Завершение восстановительных работ на ней было приурочено к 50-летнему юбилею города. Премьер также подарил району 4 десятка велосипедов. Воспользоваться ими и прокатиться по зоне отдыха смогут совершенно бесплатно все жители города. Аллея Славы была отреставрирована и облагорожена благодаря Дорожному комитету республики. Построенная в 2000 году, она является одним из основных мест отдыха жителей района. Это излюбленное место и молодежи, и старшего поколения. И большое спасибо, кто сегодня устроил нам этот праздник, украшил нас праздник. Мы надеемся, что наш город еще получит подарки, а мы всегда будем радовать всех жителей нашими победами. Во Дворце культуры Алагирского района состоялся концерт в поддержку вынужденных переселенцев из Украины. На сцене выступили остинские эстрадные исполнители, в числе которых был участник шоу-проекта «Голос» Давид Бугаев. Они исполнили для украинцев свои лучшие композиции. Каждому ребенку школьного возраста был подарен портфель, а в завершении мероприятия гости пожелали всем присутствующим мирного неба над головой. После концерта 24 июля мной было принято решение, и также с моими коллегами, артистами, которые не остались в стороне и поддержали меня в проведении данного концерта для беженцев, поддержку беженцев, сделать концерт 29 числа в Алагире. Часть средств, которые были заработаны 24 июля, я решил сделать небольшой подарок для детишек, которые поступают, идут в школу, в начальные классы. Купили портфели со всем необходимым для начала года, скажем так. Надеюсь, им будет приятно. Выставка, посвященная вековому юбилею Первой мировой войны, прошла в Национальной научной библиотеке. На экспозиции были представлены важнейшие документы, посвященные событиям тех лет. В частности, журналы «Нива», «Летопись войны», «Военный сборник» и «Исторический вестник» начала 20 века. Также на выставке разместили редкое издание книги Гапо Баева «Боевая служба Остин». Она датируется 1915 годом. Когда мы открыли выставку, человек 70-80, наверное, было. Ну и потом каждый день приходят, вот, допустим, в воскресенье пришли историки из 5-го училища, почти целый день не могли оторваться от нашей выставки. Особенно, конечно, с фондом редкой книги. В этом году исполняется 155 лет со дня рождения Коста. К этой дате приурочен выход второго издания книги-миниатюры Коста Хитагуров. В нее вошло только стихотворение «Завещание». Работа над ним велась около года. «Завещание» является программным стихотворением. Именно им открывается сборник «Остинская лира», до сих пор заставляя каждого поэта задуматься о своем долге перед народом. У меня такое приятное впечатление от того, насколько действительно любим, почитаем Коста в России, вне зависимости от того, на каком он языке говорит. И все с охотой отзывались, помогали, искали, находили, присылали.
Мусульмане всего мира отмечают свой главный праздник Ураза Байрам. Он завершает священный пост Рамадан, длившийся на протяжении месяца. В преддверии праздника верующие собирают специальные пожертвования. В ночь на Уразу Байрам их разносят всем больным, одиноким и нуждающимся. Для детей в этот день создают особую праздничную атмосферу. Согласно религии, человек, сотворивший добро ребенку, приближается к Богу. Уже потом, по традиции, мусульмане продолжают праздник дома. По словам муфтия республики, важнее всего очищение духовное. Именно к нему призывал всех верующих Хаджи Мурат Гатсалов.